Это оборотни воют на луну, призывая ее спуститься с небес и отпраздновать праздник ужаса и страхов, праздник всех волшебных существ Хэллоуин. Испокон веков оборотни – послы волшебного мира. Они призывают Луну спуститься на Землю и праздновать вместе с ними один из волшебных дней волшебных существ. И Луна спускалась. И начиналось веселье, танцы, игры, соревнования и до 3 петухов. Оборотни. Огромные серые волки, окутанные серебряной дымкой, с желтыми и зелеными глазами, задрав морды вверх, издавали протяжный, тоскливый, вселяющий ужас вой. Они призывали свою мать и покровительницу Луну. И Луна ответила своим сыновьям. На мгновение ее бледное лицо скрылось за тучей, а потом засияло еще ярче. И волки издали еще один протяжный, но уже радостный вой. Вильнули хвостом и трусцой разбежались по лесу, чтобы сообщить всем радостную новость. Есть такое место на земле, где осталась магия. Единственное место, которое не видно людям, которое открыто для магии, где магические существа могут собраться и безбоязненно использовать свои силы, силы, которые не даны другим. И это место волшебные существа выбрали для своих собраний. Несколько раз в году они собирались там, другие дни оно оставалось пустым. А на острове, на огромной поляне стоял дуб, обвитый золотой цепью. Здесь собиралось волшебство со всего мира. Болотные светлячки облепляли деревья золотым роем. Ведьмы что-то помешивали в кипящих котлах. Лешие и мавки разводили костры. Русалки очищали воду в озере и раскладывали по берегу жемчужины. Казалось, что серебряные светлячки покрыли берег. Филины и летучие мыши носились над поляной, выглядывая оборотней. Малютки-эльфы и пикси, смеясь и болтая, развешивали тыквы. Водяные, хрипло, хихикая, прятали в камышах большие раковины со всевозможными сладостями. Гномы раскладывали под кустами меж корней деревьев подарки. Фениксы и жар-птицы, размахивая пышными хвостами, подметали тропинки, дорожки, время от времени разбрасывая перья. Вампиры носились по острову, пугая животных белоснежными клыками и диким хохотом. И заодно получали от ведьм поварешкой подзатыльники. Пегасы и единороги, вещие орлы, грифоны чистили перья и клювы. Саламандры бегали меж травинок, пробовали воздух раздвоенным язычком и покачивали головой, а потом снова прятались в траву. Все готовились к празднику. А вы думали, что Хэллоуин праздник для существ тьмы? Как бы не так. Хэллоуин праздник для всех волшебных существ. И этот день добро и зло перестают враждовать и начинают веселиться. Вампиры будут мирно общаться с оборотнями, ведьмы и феи будут соревноваться в волшебстве. А если кого и заденет, то извиняться и продолжат. Водяные и лешие будут перетирать косточки всем и каждому, попивая какой-то известный только им настойки. И никто не станет сражаться за свою сторону добра и зла. Все будут веселиться.
На поляну тем временем влетели оборотни, сбивая с ног всех и все. Эльфы и пикси завизжали, вампиры зашипели, гномы глухо ругались, проклиная оборотней, на чем свет стоит. Ведьмы неодобрительно бормотали про нынешнюю молодежь, что вот в их время они не носились, как угорелые, уважали старших и не сшибали всех с ног. Но оборотни не слышали. Они принесли радостную весть. Луна придет на праздник. Не успев осмыслить сказанное, все задрали голову вверх. Вокруг лунного низка собрались тучи. Они сгущались. Наконец тучи расклубились и образовали лестницу с небес на землю. А лунный диск заслонила человеческая тень. Она спускалась, почти не касаясь босыми ногами туманных ступеней. Вскоре можно было даже различить фигуру. Это была женщина. Не старая, не молодая, бледная кожа, глаза звезды, ласковая улыбка, длинные, но ниже пояса волосы золотисто-серебряного оттенка. Пышное серебряное платье с широкими рукавами, украшенное золотом, золотыми звездами и полумесяцами. Сама женщина, казалось, светилась чудотворным светом. Женщина спустилась на землю. Волшебные существа почтительно и радостно смотрели на нее. Дети ночи медленно шагнули к женщине. Оборотни, поскуливая на брюхе, подползли к ней. В их глазах светилось счастье, любовь и радость. Женщина улыбнулась шире и погладила одного из них. Волк довольно заворчал. Женщина выпрямилась и взмахнула рукой. Ночь Хэллоуина началась. Огромные волки обступили женщину и повели к дубу. У его подножья стоял золоченый трон. Женщина плавно села на него и улыбнулась. На острове стояло веселье, игры, пляски, песни, хороводы вокруг костра, а за своими детьми с золотого трона наблюдала их мать, Луна. Она смотрела и улыбалась.